Кубыс или варган – один из самых древнейших музыкальных инструментов в истории человечества. О том, что он пришел к нам из глубины веков, говорят и внешний вид, и простота извлечения звука из него. Вибрации варгана уносят нас к истокам мифологических корней человечества, откуда он и пришел, практически не претерпев изменений. Первоначально варганы изготавливались из дерева или кости животных. Но такие инструменты достаточно хрупкие. С появлением первых кузнец варганы начали делать из металла. Вообще кубыс или варган считают своим национальным инструментом более 150 народов мира. Он широко распространен как на Востоке, так и на Западе. Во времена великого переселения народов и воинственных походов древних тюрков этот инструмент, наверное, с воинами всадниками покорил мир, находя повсеместное признание. В отличие от алтайских и якутских варганов, башкирские кубызы обладают более певучим звуком, вплоть до звона у высоконастроенных инструментов. Малая инертность колебания язычка дает небольшую длительность звучания ноты и позволяет с легкостью играть самые быстрые плясовые народные мотивы, что менее удобно на инструментах с легким язычком – алтайские кумысы, или с длинным язычком – якутские хамусы. Данному инструменту посвящены сотни исследований, но все равно в его истории, конструкции и звукоизвлечении даже в наш век синтезаторов и компьютеров есть много привлекательного, приковывающего внимание солидных ученых и молодых исполнителей. Его внешний вид может быть весьма разнообразным, но единым остается способ звукоизвлечения и предназначения – индивидуальное музицирование. Необычный взрыв популярности кубыза у молодежи, появление многочисленных молодежных ансамблей традиционной музыки говорит о том, что в мире кубыза еще немало неизвестных страниц.